Тема моей диссертации была посвящена государственному политическому деятелю Касыму Тыныстанову. Его отец Тыныстан первоначально приобщил и научил арабской графике, то есть, можно сказать, в таких домашних условиях. В 2019 году с помощью своих родственников он направляется в Алматы через Кигенскую долину пешком, минуя весь этот перевал. И в то же время он организовывает первые театральные кружки здесь, в городе Каракол. Он был поэтом, был прозаиком, был первым драматургом, был первым красным профессором, первым ученым Кыргызстана. Меня зовут Болпонова Асыл Бахытбековна. Имею ученую степень, доктор исторических наук. Я бы хотела представить свое научное исследование, которым я занималась на уровне кандидатской диссертации, начиная с 1997 года по 2001 год. И тема моей диссертации была посвящена государственному политическому деятелю Касыму Тыныстанову. Он родился в Иссыкульской области, в Иссыкульском районе, в селе Черпахты 10 сентября 1991 года. Учитывая тот период, это начало 20 века было, учитывая, что не всем было доступно образование, его отец Тыныстан первоначально приобщил и научил арабской графике, то есть, можно сказать, в таких домашних условиях. Но позже, это уже в 1915 году, Касым Тыныстанов поступает в русско-туземную школу в селе Сазановка, это Иссыкульская область Кыргызской республики. Причем самое интересное то, что по социальному положению его отец относился к малоземельному дихканству, то есть он был крестьянином. Естественно, на тот момент получить хорошее образование, тем более в русско-туземной школе, для всех детишек, детей того периода это было невозможно. Могли получить образование только дети баев, манапов, крупных родоправителей. Отец Касыма Тыныстанова дал взятку для того, чтобы определить своего ребенка в размере 6 рублей. На тот момент это его годовой доход был. И таким образом с 15 года он учится в русско-туземной школе. По поводу русско-туземной школы хотелось бы отметить, что на тот период, это в начале 20 века, было несколько типов школ на территории Кыргызстана. К примеру, новометодные и старометодные школы мы можем отнести к конфессиональным школам. Почему? Потому что здесь большая часть времени учебы было посвящено изучению канонов Корана. А в русских школах и русско-туземных школах здесь совершенно другая система обучения была. То есть классно-урочная система была введена, методички все были написаны на тот момент русскими просветителями, педагогами. И нужно отметить, что практически 4 года они здесь обучались, они охватывали все светские дисциплины, в том числе это арифметика, это география, это литература и русский язык. И когда выпускники заканчивали после 4 лет обучения, они прекрасно владели русским языком, они прекрасно владели документацией на русском языке, были отличными переводчиками, что составило основу, такую базовую основу для их дальнейшей карьеры. И нужно отметить, что те, которые закончили русско-туземные школы на тот период, они являются потом в будущем, примерно в 20-30-е годы, основная плеяда нашей кыргызской интеллигенции. Было отмечено, что в 19 году он возвращается с Восточного Туркестана на родину, в город Каракол. И в 19 году с помощью своих родственников он направляется в Алматы через Кигенскую долину пешком, минуя весь этот перевал, наверное, в порыве того, чтобы в дальнейшем реализовать себя, стремление к учебе, к образованию. То есть вот эти, наверное, такие основные векторы, которые его побудили.
с города Алмата он уезжает в город Ташкент, где поступает в Институт просвещения. Кыргызский институт просвещения на тот момент, да, назывался. И нужно отметить, что начиная с этого периода, вплоть до 24 года, будучи студентом данного института, он одновременно работает, преподает, то есть преподавательской деятельностью занимается, и в то же время он организовывает первые театральные кружки здесь, в городе Каракол. И нужно отметить, что здесь также он активно печатается в казахских журналах. К примеру, Жан Урюс, вот как раз-таки очень много его стихотворений, которые в этом журнале были опубликованы. Сборник стихов Касыма вышел в 1925 году, в феврале месяце, в городе Москве. Тираж был более 100 тысяч экземпляров. И нужно отметить, что в этот момент он занимал должность, был председателем научной комиссии, заменив на этом посту Ишеналы Арабаева, который с 1924 года эту комиссию возглавлял. И сборник стихов Касыма — это первое его такое крупное произведение, сборник, который был выпущен. И нужно отметить, что здесь на казахском языке 12 стихотворений было опубликовано, на кыргызском языке 21 стихотворение и поэма «Джангыл Мырза». Вот в этом сборнике были опубликованы. Самое интересное то, что в этом сборнике на казахском языке было опубликовано стихотворение «Алачу». Алачу — это нарицательное имя общего предка казахского и кыргызского народа. Причем термин «алачу» присутствует как этноним у казахского народа, название племен. И, естественно, Касым Тыныстанов очень много знал традиций, как и кыргызского и казахского народа, прекрасно говорил и владел языками, как и кыргызским, и казахским. И приобщение такого крупного предка, который объединял наши кыргызские и казахские племена, это было очень символично. Поэтому здесь нужно отметить, что данное стихотворение принесло ему большую известность, и в то же время оно послужило неким роком. В 1924 году образовалась Каракиргизская автономная область. И начиная с этого процесса, мы, конечно же, понимаем, очень много таких вот амбициозных планов было заложено в становлении Каракиргизской автономной области. Практически по всем отраслям начались реформы. Поэтому образование Каракиргизской научной комиссии это было тоже одним из таких вот хороших мероприятий, организованных советской властью. Касым Тыныстанов имеет непосредственно прямое отношение к данной организации. Почему? Потому что это организация, которая занималась научно-исследовательской работой по всему Кыргызстану. Первым, кто возглавил данную комиссию, это был Ишеналы Арабаев. Может быть, в силу опыта, потому что он представитель старшего поколения был на тот момент. Как вот я помню в архивных источниках и в монографиях наших историков, его Ишеналы Арабаева называли ласково Молдоке между собой, потому что по возрасту он действительно был старше намного их. Остальные все примерно в возрасте 24-25 лет были, в том числе и Касым Тыныстанов. Через год, в 1925 году, Касым Тыныстанов заменяет место Ишеналы Арабаева, становится председателем научной комиссии. К примеру, я помню, что на данный период более 300 географических наименований было приобщено, да, к истории Кыргызстана, карте Кыргызстана. Были открыты первые библиотеки, в особенности в городе Каракол. Были открыты первые музеи на территории города Фрунзе и территории города Каракол. Как я уже отмечала, одно из мероприятий научной комиссии в 1925 году это была работа над популяризацией эпоса Манас.
Мы хорошо понимаем, что эпос Манас — это устное, да? Поэтому здесь нужно было зафиксировать в письменной форме данный памятник. И работа Касыма Тыныстанова заключалась в том, чтобы он организовывал приезд сказителей. Саикбай Каралаев, я помню, приезжал для того, чтобы с их уст записать эпос Манас. А потом дальнейшая работа уже продолжалась в том, чтобы тиражировать, издать эпос Манас. Я бы хотела отметить, правильно вы заметили, что на тот момент Касым Тыныстанов, когда занимал должность председателя научной комиссии, была нехватка кадров. По-моему, в первых таких вот источниках только от 3 до 5 человек работало в научной комиссии. Если считать еще и вместе с техничкой, 3-5 человек. И нужны были такие хорошие профессионалы, которые могли бы, направить нашу, работу научной комиссии. И Евгения Поливанова на тот момент Касым Тыныстанов сам лично через письма приглашает к нам в Кыргызстан, в Киргизию работать. Поливанов русский тюрколог, который прекрасно владел более 20 языками. И, как вот упоминает сам Касым Тыныстанов, наизусть мог изложить на греческом языке Илиаду и Одиссею. По-моему, на тот момент он был секретарем Троцкого. И потом, в последующем, он уже здесь работает в научной комиссии. В докладе сам Касым Тыныстанов отмечал, на 1914 год только 2% населения Кыргызстана были, оказывается, грамотными. Я могу сказать, что он как народный комиссар уже. И то, эта работа, где-то, конечно, она более обширная, чем работа председателя научной комиссии. Здесь основной акцент он уже в своей деятельности делал на создание новых школ, в особенности на программы обучения, на планы обучения в этих школах. И как отмечают источники, вот я как раз-таки в архивах нашла отчеты его по данной деятельности, упор было сделано в его деятельности на школы первого уровня, начального уровня. А так, в целом, если посмотреть, активно идет реализация политики по внедрению латинизации, потому что сам этот процесс охватил 27-28 года. То есть конец, можно сказать, когда они отрапортовали, что большая часть населения уже латинскую письменность, то как раз-таки это был 27-28 год. А так вот период, получается, с 24 по 28 года, это 4 года, такие насыщенные, были направлены на переход латиницы. И нужно еще отметить, большой акцент во время своей деятельности он делал на повышение квалификации педагогов. Прям педагогические курсы были организованы. Причем это были краткосрочного характера, долгосрочного характера. То есть вот такой момент, если они обучились и дальше уже приступали к своей деятельности, потому что нужно было большее количество населения обучить. И этот процесс такой вот был задуман на то, чтобы большое количество населения в малых количествах времени охватить и обучить. Но еще нужно отметить, очень много педагогических кадров в его период тоже были выпущены, потому что была нехватка педагогов именно среди коренного населения. Поэтому, начиная от заработной платы, заканчивая количество учеников, сколько приходится на одного учителя, это все было настолько просчитано, и была проработана очень большая работа в этом направлении. Одновременно Касым Тыныстанов публиковался в журналах, одновременно вел такую общественную деятельность, потому что он был первым наркомом просвещения, то есть вся ответственность по просветительной политике, по образовательной политике ложилась на его плечи. Вообще нужно отметить, что Касым Тыныстанов для своего времени был таким вот многосторонней личностью, который обладал огромным талантом, большими способностями, волей, определенной волей. В то же время нужно отметить, что
на тот момент в возрасте 24 лет занимать такие высокие должности, мне кажется, это было дано не каждому. Ну и в-третьих, нужно отметить, что это был человек широкого такого характера, он был ученым, он был государственным политическим деятелем, он был поэтом, был прозаиком, был первым драматургом, был первым красным профессором, первым ученым Кыргызстана. Поэтому его деятельность – это большой пример для нашей молодежи современного периода. Его порыв к работе, его степень ответственности как государственного и политического деятеля – это пример для наших политических деятелей современности.